Главный полковник повстанческой армии Каранай Муратов, получив поручение Пугачева подготовить плацдарм для прохода главной армии к Казани, в декабре 1773 года двинулся в Прикамье. Собрав 12-тысячное войско, он осадил Мензелинск и Елабугу, захватил Ижевск, набережные Челны, Мамадыш, Заинск и приблизился к центру Казанской губернии. Город охватила паника, сопровождавшаяся бегством населения. Однако новый главнокомандующий карательными войсками генерал-аншеф Бибиков сумел отразить натиск пугачевцев и нанести им поражение. Как развивались дальнейшие события? Что предпринял Каранай Муратов в сложившейся ситуации? И почему Екатерина II именно его повелела доставить в столицу по окончании восстания? Первый этап пугачевщины стал неприятным открытием для правительства, обнаружившего, что ее подданные могут воевать не хуже регулярных войск. Пугачевцы разгромили карательную экспедицию генерала Карра, а сам Бибиков мог лично удостовериться, что в сражениях под Ореховым, Лянскороной и Ломжами русские войска громили отряды польских конфедератов с меньшими для себя потерями, чем в боях с мятежниками родного отечества. Недаром же генерал Голицын после сражений под Оренбургом взволнованно восклицал: «Дело столь важно было, что я не ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых непросвещенных людях в военном ремесле, как есть сии побежденные бунтовщики». Начался второй этап пугачевщины, еще более напряженный и драматичный. Пугачев, собрав новую армию в Башкирии, начал свой поход по Южному Зауралью. В это самое время по другую сторону Уральского хребта Каранай Муратов, вернувшийся в родной аул, объявил мобилизацию. В Уфимскую провинциальную канцелярию поступили известия следующего содержания. Злодейский начальник Каранай к живущим по реке Белой в близости и подъеме ко всем старшинам разослал людей с таким известием, чтобы они придавали ему силу, а если кто ему он и не даст, тех властей начальников будет вешать, а команды их людей рубить. Каранай конкретно начал восстанавливать свое войско на территории современного Стерлибашевского и Миякинского районов. Здесь, кроме его ближайших земляков, к нему присоединились беглые калмыки и яицкие казаки, которые бежали после разгрома Пугачева под Оренбургом. И вот с помощью этого костяка Каранай начал собирать войско. Узнав о движении конного дивизиона екатерининских войск в составе 3 эскадронов гусар из Стерлитамакской пристани в Бугульму, Каранай Муратов, имея 600 человек, атаковал подразделения на марше. В ходе боя гусары понесли 60 человек убитыми и, не выдержав натиска, обратились в бегство. Командиром гусар был Иван Рылеев. Иван Карпович Рылеев – подполковник Санкт-Петербургского карабинерного полка, участник Семилетней и русско-польской войны 1771-1773. В сентябре 1774 года дважды нанес поражение Салавату Юлаеву. Изрядно поредевшему дивизиону Рылеева все же удалось оторваться от наседавшего Каранай-Батыра и укрыться в Стерлитамаке. Победа ободрила повстанцев. Блокировав екатерининские войска, Каранай Муратов и другие предводители взяли под контроль всю территорию между Уфой и Оренбургом. 4 июля Каранай совершил безрассудное по храбрости нападение на 5000-й корпус генерал-майора Голицына, вдвое превышавший численность его отряда. Генерал отчитался перед Сенатом. В 25 верстах от пристани бунтовщики-башкирцы дерзнули атаковать меня на марше. Каранай дал несколько сражений
екатеринским офицерам Рылееву, Шепелеву, Меллину. А 4 июля между Салаватом современным и Стерлитамаком дал бой самому генералу Голицыну. Вот этот факт вызывает удивление. Это беспримерная храбрость. Трудно сказать, на что Каранай рассчитывал. Естественно, он потерпел сокрушительное поражение. Но, видимо, он выполнял распоряжение Пугачева, как можно дальше, значит, задержать вот это главное войско, которое шло против Пугачева, войско генерала Голицына. Еще в мае Уфимская провинциальная канцелярия получила сообщение, вызвавшее панику. Под командой предводителя Караная Муратова более будет 9 тысяч с пушками к Стерлитамакской пристани, а оттальде поспешать будут к городу Уфе. Там же соединиться с ним может сам Пугачев. Однако в июле последний уже был в Прикамье. Готовясь к штурму Казани, он призвал Караная Муратова, который ранее действовал в этих краях. Пугачевтың гаскәре Казанга китеп барган дигән хәбәрне алгач, Каранай үзенең 2000 гаскәре белән Пугачевка кушылырга дип Стерлитамактан Саллыга хәтле үтә. Каранайдың зур дәрәҗәле икәнен Минзәлә өятендәге халыклар белеп торалар. Шуның өчен ихтилалсы җитәкчеләр бер-беренә хәбәр итә. Каранай килә. Каранай шел по местам своей боевой славы полугодовой давности, повсюду узнаваемый местным населением. Например, жители деревни Богатые Сабы, близ Казани, сообщали: «Мы действительно видели войска, которые собрались дать отпор врагам Его Величества милостивого государя нашего Петра Федоровича. Из предводителей их видели главного атамана Караная Муратова, сына и других разных командиров с бесчисленными войсками при них». Разгромив отряд полковника Николая Толстого, отправленного навстречу, 20-тысячное войско Пугачева, половину которого составляли башкиры, бросилось на штурм губернского центра. Впоследствии на допросе Пугачев показывал: «Башкирцы Казань зажгли, я вышел из Казани в лагерь». Город был опустошен, но татарскую слободу пугачевцы не тронули. Падение Казани привело Екатерину II, называвшей себя казанской помещицей, в тревожное состояние. Она всерьез опасалась прорыва Пугачева к Москве. Участвовал ли Каранай в составе войска Пугачева в штурме Казани? Авторы, вышедшей в 2011 году книги, вернее, многотомника «История башкирского народа», пишут, что Каранай не смог принять участие во взятии Казани, так как не смог форсировать Каму, близ Шуранского перевоза. Но существуют документы, общеизвестные документы, которые опубликованы почти 100 лет назад, что 15 июля Каранай находился в деревне Янсавары. То есть однозначно Каранай форсировал Каму и подходил к Казани. Участвовал он или не участвовал, это, естественно, со стопроцентной гарантией нельзя сказать, но, скорее всего, участвовал. Он же форсировал Каму. Очевидно лишь одно. После захвата названного губернского центра первоначальный план похода к Москве был отменен. Пугачев не рискнул идти в Первопрестольную, хотя, как писали очевидцы, простой люд с нетерпением ожидал его.
Как бы то ни было, башкирские предводители, в частности Каранай Муратов, честно выполнили свою часть плана, обеспечив самозваному царю коридор до Казани. При штурме города, а потом в трехдневных сражениях с правительственными войсками, башкирцы, как сообщает источник, шли впереди пугачевой толпы, будучи чрезвычайно порублены. После взятия Казани Пугачев отпустил башкир, понимая, что сзади него, кроме Михельсона, находится группа екатеринских войск. И самое главное, огромное войско Голицына. Так вот, задача башкир состояла в том, чтобы задержать эти отряды, что и удалось. Никто, кроме Михельсона, который сидел на хвосте у Пугачева, не смог быть рядом, идти, как говорится, по горячим следам Пугачева. Новый главнокомандующий карательными войсками генерал-поручик Федор Щербатов 1 августа писал Екатерине II. «Касательно Башкирии получил я, всемилостивейшая государиня, известие от оренбургского губернатора, что, хотя буйность обитаемого воной губернии свирепого народа и не уменьшается, но войски вашего императорского величества удерживают их от произведения дальнейших злодейств. К концу лета 1774 года в Башкирии сложилось равновесие сил. Активное сопротивление продолжал лишь Салават Юлаев, так что имя его, по словам верного старшины Кулея Балтачева, везде слышно было». Именно Салават на третьем этапе восстания поднялся как главный предводитель башкир своими подвигами, значит, своим героизмом и своей непоколебимостью в борьбе. Башкирское движение внутри пугачевщины к этому времени исчерпало свои реально достижимые цели. Большая часть заводов и крепостей на территории Башкирии были разорены. Что касается задач недостижимых, как, например, уничтожение Оренбургской губернии, то они осознавались таковыми. Поэтому осенью обнаружилось нежелание основной массы повстанцев продолжать борьбу, чутко подмеченное генералом Потемкиным. Павел Сергеевич Потемкин, генерал-поручик, начальник Казанской и Оренбургской секретных комиссий, троюродный брат фаворита Екатерины II Григория Потемкина. В 1782-1787 годах командовал русскими войсками на Кавказе, подавлявшими движение горцев под предводительством шейха Мансура. Потемкин надеялся мягкостью склонить башкир к миру. 10 августа он написал обращение, в котором слова укора сочетались с долей лести. Не гнусно ли для славного башкирского войска с разбойником и сущим злодеем Пугачевым иметь сообщение? Когда тактика увещеваний не сработала, он, имея положительный опыт поимки мишарского полковника Канзафара Усаева, решил использовать человеческую алчность. Потемкин повелел искать оставших двух, Караная и Салавата, обещав за каждого по 100 рублев. К слову сказать, за Пугачева было обещано 500 рублей. Совершенно иной линии придерживался следующий главнокомандующий карательными войсками генерал Панин. Петр Иванович Панин, генерал-аншеф, граф, сенатор, брат Никиты Панина, воспитателя цесаревича Павла. В русско-турецкую войну 1768-1774 годов командовал второй армией, захватившей турецкую крепость Бендеры. 18 октября 1774 года Панин выступил со своим обращением к башкирскому народу, в котором призвал вернуться в усердную верность, в противном случае угрожая лютой расправой. «Если кто дерзнет остаться в ослушании сего, то тогда ж весь тот башкирский народ, который сему не повинуется, мужеск пол до самых младенцев будет растерзан лютейшими смертями. Жены, дети и земли, их все без изъятия розданы в рабство.
Интересно, что эти два генерала, олицетворявшие собой один кнут, а другой пряник, были представителями враждующих придворных партий, условных аристократов и фаворитов. Если последние вместе с императрицей стояли за прощение башкирских бунтовщиков, недаром же Екатерина через Потемкина дважды обращалась к Салавату Юлаеву с предложением сдаться в обмен на полную амнистию, то аристократы жаждали крови и тщательного расследования пугачевщины. Дело было, конечно, не в их кровожадности. Просто панины руководствовались идеей ограничения самодержавия. Отсюда желание вскрыть дефекты режима Екатерины и тем уязвить последнюю. Не случайно Никита Панин годами взращивал в наследнике престола царевича Павля неприязнь к собственной матери. Напротив, партии фаворитов во главе с Григорием Потемкиным, куда входил немецкий генералитет и офицерство, а также мелкопоместное дворянство, обязанные своим положением лично Екатерине, были естественной опорой режима. Поэтому фавориты не желали публичного расследования, чтобы не усугублять душевных переживаний царицы, удрученной массовым восстанием подданных за возвращение трона неожиданно воскресшему императору Петру Федоровичу. Ведь пугачевщина открыла глаза правящей элите на подлинное к ним отношение со стороны народа. Были и другие резоны. В пугачевщине приняло участие 99% башкирских старшин. Если их поголовно казнить или отправить на каторгу, то, во-первых, край мог лишиться всего командного состава, без которого невозможна охрана границы. Во-вторых, крутые меры могли спровоцировать новые восстания. В-третьих, петербургское правительство ясно сознавало, что горнозаводская и правительственная колонизация Урала проходила с вопиющими нарушениями вотчинного права башкир, в чем, в отличие от царей московского периода, боялась признаться. Поэтому было решено обойтись башкирами максимально мягко, в отличие от казаков и крестьян, которых беспощадно секли, вешали, лишали голов и четвертовали. В середине октября 1774 года по призыву подполковника Тимашева в Зилаирскую крепость явилось большинство башкирских предводителей, кроме Салавата, выбравшего иной путь и ставшего национальным героем, а также Кинди Арсланова, остававшегося при Пугачеве до последних дней. Иван Лаврентьевич Тимашев, отставной коллежский советник, оренбургский помещик, участник обороны Оренбурга в дни его осады. По характеристике властей лучше всех знал нравы и образ мыслей башкирцев. Явившимся к нему командиром он сделал предложение, от которого трудно было отказаться. До сегодняшнего дня историки неправильно трактуют вот это событие, когда группа старшин явилась к Тимашеву, как будто они, значит, пришли с повинной. На самом деле здесь было так. Надвигалась зима. В Башкирии, разоренной войной, жили заводские крестьяне, гарнизоны крепостные. И, естественно, вот эту надвигающую зиму они бы не пережили. Им нужно было продовольствие. А это могли сделать только башкиры. Башкирские старшины должны были на собственных подводах доставить провизию из хлеборобной Исетской провинции в отрезанные от всех коммуникаций заводы, крепости и русские селения. Получив соответствующие документы и таким образом легализовавшись, бывшие бунтовщики были отпущены по домам, чтобы, сформировав продовольственные команды, организовать снабжение. Были отпущены все, кроме Караная Муратова, на которого у Тимашева были иные виды. Дело в том, что разногласия между партиями аристократов и фаворитов, то есть между Панинами и Потемкинами, выразились не только в вопросах о методах ликвидации пугачевщины, но и в соперничестве за головы главных бунтовщиков. Восстание было подавлено, а значит, наступило время раздачи наград.
Каждая из группировок хотела представить Екатерине свой вклад в разгром мятежников как решающий. Главная борьба развернулась за голову Пугачева. Последний был предательски схвачен своими бывшими соратниками-казаками и доставлен в Яицкий городок, где его принял чиновник Оренбургской секретной комиссии капитан Маврин, прямой подчиненный генерал-майора Павла Потемкина. Однако генерал-поручик Александр Суворов, запоздало вызванный с Турецкого фронта, перехватил ценную добычу и доставил ее своему покровителю Петру Панину. Павел Потемкин обиженно писал Екатерине: «Всего горше, всемилостивейшая государыня, что при самом первом свидании господина генерал-поручика и моего его сиятельство граф Панин удостоил пред целым народом изъяснить благодарность господину Суворову, священным именем вашего величества и всей империи, яко Суворов поймал злодея Пугачева». По получении этого послания Екатерина II отписала своему фавориту Григорию Потемкину: «Голубчик, Павел прав. Суворов тут участия более не имел, как Томас, а приехал по окончании драк и по поимке злодея». Упомянутый Томас – это комнатная собачка Екатерины. Она верно определила, кто был настоящим сокрушителем Пугачева. Михельсону обязана я поимкою Пугачева, который едва было не забрался в Москву, а может быть и далее. Если среди генералитета шло соперничество за голову Пугачева, то среди офицерства за головы его сподвижников. Яблоком раздора стал Каранай Муратов, который считался главным предводителем башкир. Полковник Шепелев, имевший с последним личные счеты за длительное сидение в осажденном Стерлитамаке, приказал подполковнику Тимашеву, известного вора и начальника возмущения, башкирца Каранайку, показывая за ним важную надобность, схватить и к нему доставить. Однако Тимашев вел собственную игру. Он предложил Потемкину два варианта решения судьбы Караная. Ежели оный по рассмотрению вашего превосходительства достоин милости Ея Величества, то может, возвратясь, утверждение сделать в своем буйственном народе. Буди же заслужил наказание, то состоит во власти вашего превосходительства». Идея Тимашева понравилась Потемкину. В условиях полной секретности Караная под видом курьера, то есть не под охраной и не в кандалах, отправили в Казань, где его уже ожидал Потемкин. Наученный горьким опытом потери лавров победы в случае с Пугачевым, генерал пошел на откровенную ложь начальству. 12 ноября 1774 года, когда Каранай уже был в пути, Потемкин написал Панину: «Я уповаю, милостивый государь, что буду всех иметь в руках, а равным образом славного Кинзю и Салавата. Каранайка умер, а Канзафара слышал, что уже поймали». В то же время Екатерине он доложил совершенно иное. В Казань доставлен главнейший бунтовщик Каранай Муратов и также скоро будет целовать с отцом. В Казань по его призыву явились более 200 башкирских старшин и, получив прощение, вернулись обратно. А Каранай тем временем в начале декабря уже прибыл в Москву. И лишь тогда Потемкин раскрыл цель всей операции. Привезен сей Каранай был в Москву, во-первых, для того, чтобы видел под стражей и в узах того, коего идолом они представляли. А потом бы и казни был мнимого идола своего злодея Пугачева очевидным свидетелем. «10 января 1775 года в Москве на Болотной площади состоялась казнь Пугачева. По замыслу Потемкина, башкирский народ для убедительности должен был узнать о гибели самозванного царя из уст самого авторитетного его соратника. Вскоре Каранай вернулся домой. Судя по документам, в 1788 году, то есть 13 лет после Пугачевщины, он еще отправлял должность походного старшины Бурзянской волости. Отправляясь в Казань, а затем в Москву, Каранай шел навстречу неизвестности.
Старики аула Каранай рассказывали, что перед отъездом он наказал родственникам провести поминки, если не вернется через год. Ведь Тимашев не давал ему никаких гарантий неприкосновенности. Следовательно, ценой своей головы он хотел смягчить вполне ожидаемые репрессии в отношении мирного населения, как это было, например, в 1740 году. Отдавая себя в руки следственных органов, он еще не мог знать о будущем решении Екатерины II, принятом в марте следующего года, предать Пугачевщину на вечное время забвению и великому молчанию. Таким образом, его решение было в полном смысле слова актом самопожертвования. Последующее помилование, вероятно, стало для него неожиданным даром судьбы. Полковник Паранай.